Ассаламу алейкум, вежри-ижри. Археологические работы в Галанчёрском районе потихоньку подходят к своему логическому завершению. Я знаю, многие из вас следили за процессом данных работ, поэтому хочу показать вам его результаты. В ходе данных работ в местности Ялхарой было выявлено и исследовано две группы сооружений. Если по первой группе, которая находится в 500 метрах отсюда, на том небольшом гребне, у нас не возникло вопросов, они представляли из себя жилые помещения. В данной группе были исследованы аналогичные сооружения. А в этих вот трех помещениях, 1, 2 и 3, были зафиксированы следы жизнедеятельности человека. Обнаружены очаги. Вот они на видео. Кости животных, фрагменты керамики, зернотерки. Однако особый интерес вызывают сооружения, находящиеся к северу, где нами пришлось немного подумать. И как нам кажется, интерпретацию, которую мы им дали, является наиболее верной. Данные сооружения представляли из себя своеобразные внутренние дворики, обустроенные водостоками длиною около 8 метров, обложенные камнями. Свое начало водостоки берут у северной стенки строения. Если вы обратите внимание на северный борт, и вместе с нами попробуйте прочитать его стратиграфию, то вы увидите, что верхний слой представляет из себя оползневую массу. Под ней уже находится древняя дневная поверхность, а ниже мы уже можем видеть водоносный горизонт, откуда поступала вода в данные водостоки. Если вот мы проследим направление водостоков, мы обнаружим остатки сооружения, своеобразный водосборник, где набиралась вода, и по всей видимости данная вода могла использоваться для хозяйственных нужд. А в западном водостоке мы можем видеть вымощенный пол каменными плитами, а также данный водосток здесь имеет свое завершение, и здесь такое своеобразное корыто, желобок, где, возможно, набиралась вода уже для личного пользования, для питья. Данный памятник является действительно уникальным, и исследование его внесло неоценимый вклад не только в древней истории Чеченской Республики, но и без привлечения всего Северного Кавказа.